в своем народе вызывает не только повышенный интерес к главе республики, местных средств массовой информации, но и центральных. Президент Зязиков – частый гость на РТР, НТВ и Первом канале. Скажите, пожалуйста, вот как генерал и с большим опытом оперативной работы, насколько грамотно сработали наши спецслужбы в вычислении этой банды и в предотвращении тяжелых людских потерь? Дело в том, что продвижение этих формирований были известны как в Тарском, Северной Осетии, и что они будут продвигаться на территории Ингушетии. И на месте находились воинские подразделения. То есть, по большому счету, армейские подразделения были готовы встретить врага? Думаю, что да. Сложное было время. Непрошенные гости пересекли российско-грузинскую границу и очутились на территории села Галашки. В незаконно вооруженные формирования входило более 200 человек. Все они были вооружены. Но именно благодаря умелым, скоординированным действиям федеральных войск и руководства республики, а также храбрости и выдержки народа, удалось сохранить село и максимально избежать человеческих жертв. Этот житель Галашек благодарит руководство республики и командование федеральных войск за то, что в эти тяжелые дни поддержали сельчан. Президент, по его словам, несколько раз встречался с начальством 58-й армии. Если бы все вместе, подчеркнул он, не встали на борьбу с боевиками и не защитили село, неизвестно, что бы здесь было. Хуже могло быть. Но как бы то ни было, жизнь идет своим чередом, а перед руководством еще стоит очень много вопросов, которые необходимо решать, даже если они достались и по наследству. Десятилетнюю проблему по возвращению беженцев из пригородного района и города Владикавказа нельзя больше растягивать. Впервые за долгие годы президенты двух республик вместе посетили пригородный район. Ведь каждая сторона понимает, что только добрососедские отношения приведут к стабилизации, миру на Северном Кавказе. Очень символично то, что мы действительно начали со школьных учреждений, с медицинских. И то, что было сказано, конечно, та общая беда сегодня, эти селевые потоки, сегодня республики Северного Кавказа, Южного нашего округа оказались в одной ситуации. То есть трагедия очень сильно коснулась многие регионы. Стихия не пощадила ни людей, ни жилье. И сегодня даже беженцы пострадали, у нас целые палаточные лагеря смыло. Но сегодня мы все вопросы решаем вместе, в едином порыве. Сегодня с Александром Сергеевичем мы были в школе, где учатся дети, тысячи детей, и осетины, и ингуши. И сегодня мы даже ушли от этого слова «конфликт» и больше его впредь употреблять ни на каком уровне не намерены. И сегодня есть доброе такое начинание, это встречи по линии духовенства, молодежи, творческие союзы. То есть сегодня происходит сближение братских народов. Поэтому я думаю, что подтверждение тому и сегодняшняя встреча, она не первая встреча с Александром Сергеевичем, мы встречались, и у нас видение вопроса одинаковое, то что люди сегодня должны жить в мире, в согласии. У нас есть очень добрые традиции на Кавказе, традиции поддержки, взаимовыручки, традиции, когда люди всегда готовы разделить чужое горе, то есть сопереживать то, что происходит у соседей. Дело в том, что мы с Муратом Магомедовичем договорились, что встречи наши будут носить регулярный характер, они будут касаться еще большего внимания к вопросам, которые надо решать. Это относится и к беженцам, и к поиском совместных проектов для обеспечения тех, кто не работает, работой. Это важнейшая социальная проблема. А в этот день нас свели общие заботы в отношении народов двух соседних республик, которые очень пострадали, так же как и другие республики, области и края юга России от ливневых дождей, селевых сходов.
И можно так сказать, то, что происходит в Осетии, немедленно с небесной канцелярии, так сказать, приспускается и на территории Ингушетии. Скорее всего, мы в результате нашего совместного пребывания, с одной стороны, о многом договоримся, а с другой стороны, мы подтвердим, что когда мы вместе, то мы преодолеем в том числе и стихийные бедствия. 11 октября 2002 года два президента подписали соглашение о развитии сотрудничества и добрососедства между республиками Ингушетия и Северной Осетии, в результате чего укрепились политические, экономические и культурные связи между республиками. Теперь встречи на разных уровнях, будь то встречи президентов или одинаковых фамилий, совместные концертные программы для жителей Ингушетии и Северной Осетии, они не являются новостью. Они практически регулярны. Хотя сегодня утверждать, что проблема целиком исчерпала себя, было бы неверно. Еще остается ряд нерешенных вопросов, в том числе связанные с возвращением людей в места их постоянного пребывания. Но помимо беженцев из Северной Осетии, которых насчитывается около 18 тысяч, проживающих на территории Ингушетии, еще очень велико число беженцев из Чечни, которые ютятся в республике уже